Статистика совсем не на пользу таджикам, она даже пугает. Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. В результате аварии на дорогах Таджикистана с 29 по 30 июня погибли 6 человек. Как сообщает МВД Таджикистана, 30 июня примерно в 8:30 водитель автомашины Toyota Land Cruiser 200, житель Шугнанского района Гбао Шейдо Сайфединов 1989 года рождения, во время движения из Душанбе в сторону Харога столкнулся с автомобилем Opel Miraeva, которым управлял Искандар Фарманбеков, 1988 года рождения, житель района Ванж. ДТП произошло на 237-м километре трассы Душанбе-Харог на территории района Шахин, сообщает ведомство. В результате водитель Opel Miraeva, а также два его пассажира Далер Музафиров, 1986 года рождения, и Сухангул Худайдодова, 1970 года рождения, тоже жители Ванжского района, получив тяжелые травмы, скончались на месте происшествия. Пассажиры другой машины Шанбе Адина Ахмадов, 1957 года рождения, житель Душанбе, и Давлатнос Элчибекова, 1959 года рождения, с травмами доставлены в больницу. Еще одно ДТП произошло в этот день примерно в 7:50 в Пиджикенте. Водитель Hyundai Starex Абдували Назаров, 1987 года рождения, во время движения по проспекту Рудаки этого города из-за несоблюдения правил дорожного движения не смог справиться с управлением машиной и сбил пешехода Махтарой Ахмедову. Женщина 1943 года рождения скончалась по дороге в больницу. Вечером 29 июня на 129-м километре района Васей столкнулись Toyota Camry и Opel Astra. Водитель Toyota Camry Мухаммаджон Байодов, 1995 года рождения, житель района Рудаки, по дороге из Куляба в Душанбе выехал на встречную полосу и столкнулся с Opel Astra под управлением Базора Раджабова, 1968 года рождения, жителя района Фархор. В результате Opel Astra загорелась, и Базор Раджабова и его пассажир Саидакмар Вахобов, 1941 года рождения, сгорели в ней. Другой пассажир этой машины, Гиосидин Вахобов, 1990 года рождения, получил травму и был госпитализирован. По всем фактам проводится следствие. Как вы относитесь к такой ситуации? Ведь случаи ДТП участились. Как вы думаете, почему? А очередной спор между молодыми людьми в Душанбе привел к смерти одного и длительному тюремному заключению для другого. Конфликт между двумя жителями столицы произошел еще в феврале этого года, а суд по нему завершился накануне 29 июня. В этот день суд города Душанбе приговорил молодого жителя столицы Валиджона Широва к 17 годам и 6 месяцам лишения свободы, признав его виновным в убийстве другого молодого человека. О том, сколько лет молодым людям, не сообщается. Согласно материалам дела, 2 февраля 2023 года между осужденным и убитым произошел словесный конфликт по телефону. Не удовлетворившись, они назначили встречу у ТЦ «Самон» на улице Махсума. Как обычно бывает в таких случаях, пришли обе стороны с группой поддержки. Широв пришел с двумя своими товарищами, он также взял с собой нож. Второй тоже пришел с другом, сообщили в суде. По данным ведомства, на месте встречи Широв поговорил со своим оппонентом, и они достигли компромисса в спорном вопросе. Они договорились, пожали друг другу руки, а когда уже расходились, стоявший неподалеку вдруг позвал Широва и без причины ударил его кулаком в лицо. После этого началась массовая драка. В результате Валиджон Широв ударил ножом другого в живот. Раненый пытался убежать, однако Широв еще 2 раза ударил его ножом в спину. Собравшиеся вокруг разняли дерущихся, а человек с травмами был доставлен в больницу Шифабахш, где скончался, говорится в сообщении суда. Как вам такие разборки? Как вы думаете, почему они происходят? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.